По традиции туристы начинают свое знакомство с Грозным с посещения храма Архангела Михаила. Помолившись, гости прогуливаются по окрестностям столицы и фотографируются. У меня здесь соседка сама с Грозного живет, у нас в Краснодаре приехала. Моя приятельница тоже родилась в Грозном. Поэтому у нас друзей с Грозного много. И отзывы очень хорошие. А вам как? Шикарные. Разбившись на группы, туристы направляются в сторону высотного комплекса Грозный-Сити. Это место отдыхающие любят больше всего. С высоты птичьего полета город виден как на ладони. В экскурсионной программе и главная достопримечательность Грозного – мечеть сердца Чечни. Впечатления, конечно, шикарные в плане того, что, если так за 10 лет, где-то приблизительно за 15, колоссально все поменялось, даже не ожидал. То есть впечатлен достаточно вашими видами, понравилось. Валентина Куренкова в Грозном была 30 лет назад. Тогда город выглядел совсем по-другому, рассказывает женщина. Новая стройная столица Чечни еще больше поразила ее своей красотой. В Грозном бывала в 1985 году и решила сопоставить, воспринять Грозный сегодня и какой он был тогда. Сегодня я в восторге от него, сразу вам скажу. Я в восторге. Вместе с Валентиной погостить в Грозном приехала ее подруга Татьяна. Впервые, всегда мечтала, наконец-то попала. Очарован. Очень. Впечатляет. Просто у меня просто слов нет. Конечно, расскажу своим внукам, детям, привезу открытки, привезу фотографии. Гостить в Чечне туристы по традиции начинают с Грозного и уже после посещают курортные зоны и исторические памятники республики. Уже в 2016 году туристическая компания «Турэкс» планирует расширить список мест отдыха. И сотрудники комитета по туризму уверены, что новые маршруты произведут на гостей незабываемые впечатления. К следующему году мы планируем запустить новый маршрут, потому что появилось много новых объектов туристических, как Бина-Юрт, новая тоже этнографическая деревня. Совсем скоро, я думаю, все, что связано с курортом Ведучи, будет очень востребовано. Сейчас мы уже пойдем туда и возим туда экскурсии, но когда курорт откроется, там будут более обширные программы. В следующем году мы уже активно планируем запустить такие направления, как джипинг, конный туризм и пешие туры с посещением пещер, то есть спелеотуризм. Число гостей, желающих познакомиться с регионом, несмотря на погоду, растет с каждым днем. Только за один день Грозный посещает более 20 групп. В числе туристов как жителей соседних регионов, так и других стран. Розана Цамаева, Динара Мурадова и Денис Хавхаров. Новости.